В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». С вами сегодня я, Ирина Аршба. Здравствуйте. На этой неделе, а точнее 1 ноября, президент Рауль Хаджимба провел собрание, посвященное проблемам инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и вопросу получения инвалидности. Открывая встречу, президент отметил, что количество инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с каждым годом увеличивается. По словам Рауля Хаджимба, этот процесс особенно стал набирать обороты после того, как повысилась пенсия для этой категории граждан. Разговор состоялся достаточно откровенный. Президент обозначил перечень конкретных вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время. Контроль за исполнением данного поручения возложен на вице-президента Виталия Габния. Сегодня Виталий Викторович у нас в студии. Здравствуйте, спасибо, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Добрый день, Зирачума, здравствуйте. С проблемой инвалидности мы сталкиваемся не первый год. Почему, по вашему мнению, так сложно навести порядок в этом деле? Проблемы действительно объективно существуют, и, на мой взгляд, я бы выделил первичных два фактора. Первое – это то, что изначально были неправильно установочные правила вхождения в инвалидность, то есть самой игры некорректны, с большой вероятностью погрешности. Второй фактор – нежелание жить по правилам, по закону, больше таким с понятийным аспектом. Вот эти первые основные два фактора, которые стоит проговорить в отдельности. Вот в первом случае мы сейчас должны обозначить, по каким этапам входят в инвалидность. Первое действие – это на основе свидетельских показаний. То есть по установочному образцу соискатель заполняет в Министерстве обороны описание того действия во время войны, в результате которого, как он считает, он получил инвалидность. Речь идет о том, что мотивация людей понятна. В этом тоже существует круговая порука. Но нужно понять, что инвалидность – это проблема неравных возможностей. Насколько тяжело этим ветеранам, пусть просто возьмут для внимания, насколько тяжело инвалидам со всеми теми ворохом проблем, которые у них существуют. Мы пытаемся поднять планку выплат с 80 тысяч до 17-18. К примеру, в 2015 году фонд инвалидов был наполнен суммой в 66 миллионов. В 2016 году уже 106 вложено, без малого получается, что мы на 100% поднимаем в желании поднять верхнюю ставку. Но от того, что количество входящих пропорционально сумме выплат, все заинтересованы, чем выше ты поднимаешь, тем пропорция налицо. И в этом проблема. Поскольку на сегодняшний день 2000, практически 800 инвалидов, из которых 600 – это те, которые только в этом году вошли, при том, что с моей стороны я всячески сдерживал этот процесс, поскольку еще весной поставил вопрос о том, что, держа руку на пульсе, обратил внимание на очень чрезмерно быстрое вхождение в инвалидность. Президент со своей стороны дал указ приостановить на 3 месяца вообще какую-либо выдачу инвалидности до разработки мной соответствующих новых правил игры вхождения в инвалидность. Несмотря на указ президента, за 2 месяца было еще порядка 200 вхождений в инвалидность. Несмотря на это, причем сам механизм освидетельствования, как Минобороны, мы как таковой разрушили, положением просто его убрали. То есть вообще вне всяких правил. И тогда с моей стороны был вопрос поставлен на Совете Безопасности, и президент дал указание Генеральной прокуратуре провести проверку. Вот проверка проходила порядка 2 месяцев, выявила там нарушения, о которых мы проговорим позже, где у каждого есть еще и система ответственности за то, что делает. Так вот, это первое действие, которое мы разрушили. Второе, при выдаче справки в военкомате, непосредственно в архивном бюро. Нужно понимать, что из тех более 6 тысяч ранений далеко не каждый может привести к инвалидности и к ограничению возможностей. Порой даже и таких справок у соискателей не было. Третье – это само МСЭК, то самое медико-экспертная комиссия. Они со своей стороны ссылаются на то, что они могут только дать определение той или иной инвалидности на текущий момент без привязки к войне, где практически прошло четверть века. Но в то же время они утверждают, что на основе свидетельских показаний первого действия
они не вправе разрушить тот механизм, который им был вменен. И большей частью те люди, которые входят в инвалидность, у которых и руки, и ноги, соответственно, на месте, они говорят о внутричерепном давлении, что не исключено, что так и есть, поскольку речь идет уже о возрастных ветеранах, немало времени прошло. Еще если человек пришел там с воскресной свадьбы, где за здравие выпил 18 стаканов красного вина, и, конечно, у него может быть внутричерепное давление. То есть проверка прокуратуры была непредвзятой. Но, с другой стороны, сами правила были таковыми, что ответственность размыта. И дело не в том, что мы намерены именно предметно наказать каждого из них. Наша задача – изменить правила игры. Они таковы. Мы собрали все заинтересованные стороны в администрации президента с участием президента, где президент дал указание до 10 декабря все необходимые действия провести и представить в новом положении. И с этого момента уже будет выставлен правильный механизм. Я вам могу сказать, навскидку, что не в режиме онлайн будет определяться инвалидность, а только 2 раза в году, допустим, весной и осенью, будет собираться комиссия, которая помимо медиков будет в себя включать и общественные организации, в том числе и ветеранские. Мы значительно расширим. У каждого желающего должна быть история болезни, он должен обследоваться в больнице, а не просто прийти с будуна и получить инвалидность. Существует проблема уже ранее выданной инвалидности. И здесь мы уже сталкиваемся со вторым фактором, о котором я вам говорил, о нежелании людей жить по правилам и по законам. Поскольку даже если ссылаться на практику той Великой Отечественной войны 41-45 годов, по сегодняшний день, где этим ветеранам уже за 90 лет, они каждый год проходят переосвидетельствование. Поскольку группа инвалидности может меняться с 3 на 2, со 2 на 1, или наоборот, или вообще может выявиться подлог. И за исключением первой группы инвалидности, где у людей уже ничего не отрастет и не вырастет, там трепанация черепа, отдельных каких-то глубоких ранений, все остальные должны, инвалиды там, 2 и 3 степени, переходить на переосвидетельствование. Отдельно стоит проговорить о работе фонда инвалидов. Надо понимать, что ветераны есть разные, в том числе многие, которые наркозависимые, многие со СПИДом. Давление оказывается колоссальное на фонд, который обладает там, под 100 миллионами суммами, которые оперируют. Поскольку на председателя оказывается давление, на Батрия Гарба в частности, мы решили создать фонд, собрание, вернее, фондов, в которые помимо меня вошли министр социального обеспечения, министр здравоохранения, Абхазформации, то есть большое такое собрание, где мы дали сумму выше 50 тысяч, определяет уже не председатель, а фонд, которого не прожмешь. Это первое. Второе, даже суммы ниже, как правило, на транспортные расходы, тоже идут в прозрачной степени через наш фонд. И мы попытались локализовать эту проблему, но обратно в ручном режиме. А я против каких-либо ручных режимов, поскольку во всем должна быть система. Система заключается в том, что сейчас мы работаем над программой электронного учета, она называется 1МС. На каждого инвалида заводится личное дело, настолько прозрачное и понятное, сколько на него тратит в год государство, на какие лекарства, на какие средства с проверкой, с последующей программой реабилитации индивидуального на каждого из них. Потому что на сегодняшний день речь идет о таких страшных безобразиях, где рецептолог, врач выписывает корешок на получение лекарств на 50, 75, 125 тысяч. То есть здесь уже установлены факты, да? Да, это мы ровно поэтому сперва переложили в ручной режим через собрание фонда, который все это взяло в ручном смысле под контроль, а потом переводим через эту программу 1МС в систему. Так вот, выписывает эти лекарства, и у Абхазформации нет возможности не отдать эти лекарства. Далее понятно, что в таком количестве человеку лекарства не нужны. Мало того, они еще противопоказаны для одновременного приема.
Предполагаю, что, скорее всего, возвращает тому же врачу-рецептологу, отдавая за полцены или в коммерческие, неся в коммерческие аптеки, обналичивая там в той или иной степени. И здесь никаких лекарств, никаких сумм не напасешься. И в итоге те нарекания, которые имеют место быть в отношении Абхазфармации, что лекарства дорогие, что далеко не все препараты представлены. Пытаясь разобраться в этой теме, я понял, что проблема от обратного. Поскольку порядка 10 миллионов фонд инвалидов должен Абхазфармации, задолженность. Порядка 20 миллионов Министерство здравоохранения должно. 30 миллионов по меркам Абхазии – это обременительная большая сумма. И тот же руководитель Абхазфармации Рустам либо вынужден брать кредиты для того, чтобы просто не остановить предприятие. Тогда у нас был бы полный коллапс. Эти кредиты, конечно, потом ложатся бременем на сами лекарства. И там, где он оттоваривает лекарства, когда ты берешь в длинную, ты не свободен в выборе лекарств именно таких, каких тебе нужно. Просто все, что нам нужно погасить свою задолженность и более ничего. Для этого тоже нужно выработать график погашения, потому что сумма непростая. Она сложилась за последние 3-3,5 года и из года в год является такая переходящая. Ну вот вы говорили, что сейчас комиссия будет проверять, да, факты получения инвалидности. Да, по каким причинам тому или иному гражданину была просто речь идет о перерегистрации. Инвалидность. Да. Если будут выявлены, допустим, незаконное получение инвалидности, будет выявлено такой факт. Вы понимаете, да, в нашем социальном обществе, где у нас многие такие вещи размыты, конечно, это будет архисложно. Конечно, главный натиск и удар должно выдержать Министерство социального обеспечения, где, так скажу, не позавидую, потому что это все будет связано с большим и серьезным натиском и давлением не только со стороны ветеранов, но и около ветеранской среды. Но нам это необходимо сделать. Мы намеренно об этом проговорили, получили в этом смысле отмашку президента, и у нас на все порядка месяца для того, чтобы все наши новшества представить, на которые президент наложит указ. У нас есть репортаж на эту тему. Давайте мы с вами посмотрим, а потом продолжим. Давайте. Пути решения сложнейшей проблемы попытались найти на этой неделе. На совещании у президента обсуждался вопрос инвалидов войны и гарантии их социальной защиты. Пока положение дел малоутешительное. Наметилась одна тенденция. В последние годы количество инвалидов резко возросло. Сказать, что ничего не делается, нельзя, но и достаточными эти меры не назовешь. На сегодняшний день мы все прекрасно знаем, что и лечение, и медикаментозное обеспечение препаратами, оно очень дорогостоящее. То есть с каждым днем медикаменты растут в ценах, и лечение за пределами нашей республики очень дорогостоящее. То есть наш инвалид, когда попадает в Российскую Федерацию по нашему договору, то есть там автоматически включается где-то 1,5% стоимости тех услуг, которые предоставляются самим россиянам. Слава Богу, за период работы фонда таких тяжелых проблем не было. Нам помогают непосредственно и руководство государства. То есть, когда бывают суммы за пределами 400-500 тысяч, нам непосредственно помогает администрация президента, в частности президент. Сумма выделяется с его резервного фонда. Весной текущего года было принято решение приостановить работу по данному направлению до решения существующих проблем. Главная причина – процесс не контролируется в должной мере, и среди инвалидов есть граждане, которые получили увечья уже после войны. Оказывается, что пособия, различные социальные льготы, пенсии, бесплатная медицинская помощь стали причиной, которая вынудила многих участников войны, получивших различные ранения, обратиться за получением группы инвалидности. На сегодняшний день фонд охватывает, лечение инвалидов. Это первое, протезирование зубов, на курортно-санаторное лечение, как и в республике, так и за пределами республики мы отправляем. Приобретение специального оборудования и средств технической реабилитации, то есть там мы
У нас бывают и конечности рук, глаз. Инвалиды войны на сегодняшний день, у них есть какие-то социальные льготы, а те ветераны, непосредственно, которые не получили ранения и как бы находятся не в категории инвалида войны, они на сегодняшний день, кроме льгот, там определенных льгот, у них ничего нет. То есть есть вопрос о создании такого же фонда для ветеранов нашей войны отечественной. В 2011 году инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было 1040 человек. Спустя 2 года, в 2014 году, их количество увеличилось более чем на 1000 человек. В 2015 инвалидов уже 2165 человек. Год спустя – 2750. Участники войны – это самая социально значимая категория наших граждан, благодаря которым выиграна война, строится государство, то есть это основа основ. Каждый участник войны в процессе своей жизнедеятельности, да, имеет право, да, в случае ухудшения состояния здоровья обратиться, в социальные учреждения и на комиссии, да, чтобы им установили группу инвалидности. Вопрос о причинной связи – это уже отдельная тема. То есть и отдаленные последствия, да, и участников войны тоже, да, которые и не обращались за помощью. Резкий рост количества инвалидов войны многие связывают со сложными социальными условиями, в которых оказались участники войны. Задумайтесь, участник Отечественной войны народа Абхазии, получивший увечья после войны, получает пособие в размере 400 рублей. Категория безработных участников войны и того меньше – 150 рублей. Эта сумма за последние 6 лет не изменилась ни разу. Вот и остается участникам войны поднимать архивные документы и обращаться за получением инвалидности. До 40-х годов было положение, да, союзное, до начала войны. И только в 1956 году введено новое положение, да, исходя из опыта, именно применительно из-за участников Великой Отечественной войны той. Положение 1956 года менялось в 90-х годах. Там есть какие-то нестыковки. Применительно для Абхазии положение было вменено. Свидетельские показания. Немалый процент за последние годы, по свидетельским показаниям была установлена причинная связь, инвалидности. Да. Многие не знают о своих правах. Я думаю, здесь тоже недоработка. Совещание у главы государства открыло большой пласт вопросов, обнажило проблемы, с которыми участники и инвалиды войны сталкиваются ежедневно, будь то протезирование или медикаменты. И, кстати, задолженность по медикаментам перед Абхазфармацией в размере 6 миллионов рублей существует уже несколько лет. Но, несмотря на это, предприятие продолжает отпускать инвалидам войны препараты, без которых они не могут прожить и дня. История с протезированием и вовсе за гранью фантастики. Уже 4 года в ортопедическом центре не закупались материалы. На исправление ситуации дано 1,5 месяца. До 10 декабря нужно не только разобраться, но и подготовить соответствующие предложения. Нисфа Аршба, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Многое из того, что прозвучало в этом сюжете, озвучили вы. У меня к вам еще такой вопрос. Вот на совещании президент дал поручение конкретно поработать над вопросом реабилитационного центра. Да? Вот в каком состоянии сегодня реабилитационный центр? Возможно ли на базе этого центра создать такое медицинское учреждение, чтобы те же ветераны, инвалиды, им не было необходимости выезжать куда-то в Россию, за рубеж для лечения, для прохождения реабилитации, а вот на базе этого реабилитационного центра, чтобы часть проблем решалась? Понял. Но нужно отметить, что это не просто реабилитационный центр, а ортопедический реабилитационный центр. У него есть своя узкая направленность. Причем должен вам сказать, что центр хороший и на уровне. В свое время мы справились с этой проблемой
и решили в Абхазии именно такой центр организовать. Вывозить их в каждом первом случае гораздо дороже, нежели заниматься ребятами на месте. Это вот в контексте вашего вопроса. Красный Крест непосредственно значительно нам помог, и порядка 8 специалистов, которые сейчас есть в Абхазии, высокого класса и уровня, которые подготовили именно по линии Красного Креста. Но должен вам сказать, что с 2004 года, когда Красный Крест перестал поддерживать этот Гагринский реабилитационный центр, пошли сбои. Здесь важно, какими комплектующими пользуется центр. Пользуются комплектующими предприятия «Утобок» немецкого. Они считаются в ортопедии одним из самых лучших и надежных. Последние 4 года практически закупа как такового не было, поскольку в обязанности было вменено, чтобы мы эти запчасти покупали не в Германии, как это было ранее напрямую, а в Российской Федерации, в тех же представительствах «Утобок», но уже на территории России. Отчего конечная стоимость протеза значительно выросла и стала неконкурентной. Именно по этой причине мы этот вопрос подняли на том собрании, о котором здесь ранее говорилось, где пытались разобраться, а почему мы не можем напрямую закупать в Германии. Оказалось, что деньги идут по линии помощи Российской Федерации, и расходная часть должна именно быть по закупу именно на территории российской. Это как условие. Это как условие, в принципе, оно принимается и оно понятно. Но мы тогда на месте, вернее, президентом было принято на месте решение о том, чтобы закуп комплектующих был вложен в бюджет следующего года, и заложенный в год варьирует в сумме 2 миллионов. А те средства, которые идут по линии помощи России, переформатировать на лекарства, которые мы там и покупаем. Так что в 2017 году мы все комплектующие уже необходимые закупим. Мало того, когда я был в Приднестровье, с учетом того, что у них была война краткосрочная и менее масштабная, у них 11 или 12 всего ампутантов, и ранее часть из них приезжала, лечилась в Абхазии, а часть в Одессе на Украине. Но в силу того, что на Украине поменялась власть и вообще ситуация политически изменилась, они сейчас находятся в сложном положении и просили и готовы в том числе и участвовать в формировании бюджета для того, чтобы инвалиды Приднестровья в количестве 11-12 человек обслуживались на нашем предприятии. Если говорить о Карабахе, то я вам хочу сказать, что там благодаря диаспоральным связям, которые существуют, то у них великолепно выстроен реабилитационный центр, но он работает на комплектующих производства США. Вот. Если переходить ко второй части вопроса о реабилитации в целом, то для этого есть ГБРЦ в том же Гагре, по отношению к которому тоже есть нарекания. Как предложение было озвучено передать на баланс самого фонда инвалидам, которым лучше и больше понятно отчаянные ребята. Это тоже вопрос находится в проработке. Вы не раз говорили о необходимости прозрачности в вопросе награждения ветеранов, в том числе и получения инвалидности. Какие существуют препятствия в деле упорядочивания всех этих процессов? Близко по проблематике смежной обратно с выдачей инвалидности. 1/3 людей в течение дня, которые ко мне изо дня в день приходили, были связаны с вопросом именно награждения. Причем приходят сами и о себе говорят в восклицательной степени, что они достойны получить награды. И даже не стесняются того, что за них должны говорить их боевые командиры или как минимум однополчане. Вопрос заключается в том, что порядка 3500 наградных листов скопилось в нашем отделе администрации президента в комитете мне подведомственном и в таком же комитете при Министерстве обороны. Поскольку правила были следующими, еще раз повторяю, смежными, где на установленном бланке соискатель писал о своем героическом поступке, и 5 человек подписывали его. Но с учетом того, что у нас 18,5 тысяч сегодня ветеранов, полагаю, что и подписанты тоже немногим отличались от таких соискателей. И когда этот бланк на протяжении какого-то времени лежит в наших комитетах, они считают, что мы обязаны его принять. Я вам скажу, что когда я ознакомился с действующими правилами, я сразу переформатировал саму систему.
мы с министром обороны и с Фишбой Бесланом собрали всех командиров обоих фронтов и отдельных рот и подразделений в Министерстве обороны в 2015 году и сказали следующее. Мы выставляем график, где каждый четверг в 12 часов одно боевое подразделение должно прийти, желательно в полном составе, но не менее 3 командиров, где мы все вот эти наградные листы разобьем списочно и по ним пройдем. Но в 2016 году мы просто уже на вхождение в участники войны, как и награжденных, просто эту лавочку закрываем. Почему необходимо было пройти все-таки по всему остатку? Потому что я вам скажу, что первый эшелон награжденных, который был сразу после войны, к нему нет никаких претензий. Это было порядка 20% от общей численности, которые были действительно реально героическими и полны поступками в отношении всех остальных, которые были реальными участниками войны. Но по истечению времени там самые верткие, самые проектки, близкие к власти, которые эпизодически участвовали в войне или вовсе не участвовали, так или иначе пролезли в массовом порядке. Время идет, ветераны тоже с кучей своих болезней и болячек, тоже, где, хочу подчеркнуть, к награде и плюс инвалидности ставка выплат со стороны государства повышается. Конечно, реальным ветеранам войны, которые не вошли в первый эшелон награжденных, но были реальными участниками войны, им просто стало обидно. И по своему подразделению я вам скажу, что таких было немало. Поэтому мы решили коврово всех вытащить и просмотреть. После этого просто указом президента и приказом министра обороны закрыть. Из 3500 прошло 1200. Просто они сами повыкидывали. А те, которые в восклицательной степени приходили и ко мне били в грудь, они даже на такую комиссию не пришли, где они вынуждены были с реальными своими однополчанами быть. Поэтому, когда в 2015 году было, на взгляд людей, слишком большое количество награжденных, это вызывало тоже некую раздраженность. Но нужно понять, что это просто мы дозавершили дело разово, максимально и наиболее справедливым, где тоже были определенные погрешности, потому что даже когда люди собирались в своем кругу, даже там они не за каждого могли говорить открыто, чтобы не обидеть кого-то. Но это был наиболее максимально приближенный к порядку механизм. Вот. Теперь вышла из всего этого другая проблема. У нас порядка 9000 человек уже награжденных из 18 500 участвующих в войне. Ну, если набрать во внимание тех людей, которые были просто участниками войны, либо участниками боевых действий, это совершенно разные вещи, и у нас не было градации на послевоенный период. А награды у нас всего 3, и по существу они все боевые. Нужно понимать, что есть люди, которые тоже принесли победу, которые были там, в госпиталях, были в авторемонтных мастерских, в том числе там, и те, кто по бизнесу реально помогал, а не пытался за эту уловку спрятаться. Все они, конечно, тоже рассчитывают на награду. Ну, может учредить какой-то... Вот об этом, да, я и хочу к этому подвести, что у нас в ходу сегодня 3 награды. Это Герой Абхазии, это орден Леона и медаль за отвагу. Все эти награды были учреждены и подписаны Верховным Советом, на котором наложена резолюция и Владислава Арзема. И в архивах я обнаружил, что была и 4-я медаль за победу, и был разработан эскиз, и подпись Владислава тоже стоит, которая в ход не пошла. Вот нам необходима медаль за победу, которых мы можем наградить всех там 18 500 человек, или тех, которые на сегодняшний день не награждены, но так или иначе тоже внесли свою лепту в победу. Но разбазаривать боевые награды, где были сопряжены с риском для жизни и со смертью, вы мне извините. Я вам скажу, что в каждом народе не более 18%, которые могут встать и отстоять свою родину на самом деле. Это сейчас по истечению четверти века все герои. И из этого процента в каждом подразделении в 250-300 человек, ну, наверное, там 12-18 те же человек, которые могли встать и повести с собой всех остальных в победу, то есть встать в полный рост и пойти практически на прямую смерть.
Вот таких ребят порядка 80% полегло во всех подразделениях. Ну да, боевая награда, она должна быть знаком особого отличия, Конечно. а не носить такой массовый характер. Конечно. Просто... Вы уже озвучили те предложения, которые сейчас находятся в разработке для улучшения ситуации в целом во всем этом вопросе. По вашему мнению, существует ли необходимость изменения законодательства в этой сфере? Вы, когда говорите о изменениях в законодательстве, это такая очень подвижная тема, которой нужно заниматься постоянно, добавлять. Сама жизнь показывает, где погрехи. Просто то, что было учреждено на сразу послевоенный период, где у нас были совсем другие проблемы, где мы вышли из тяжелейшей войны и сразу в блокаду без возможности восстановиться. Все, что нужно было на первом этапе, было сделано, принято и установлено. Но у меня нет объяснения, как можно было 24 года идти по этим правилам и критериям без дополнения в той нарекательной части, о которой уже только ленивый не говорит. Ну, работа, значит, ведется, да, без изменения законодательства? Конечно. Уже? Конечно. Она не то, что ведется, обозначены сроки, и они достаточно сжатые, потому что подготовительная работа, так или иначе, она уже ведется с весны мной. Сейчас она просто получила огласку, и к 10 декабря мы должны быть полностью готовы, все процессы завершить. Ну, спасибо, что вы нашли время и пришли к нам на беседу. Всего доброго. Приятных выходных. На этой неделе произошло немало интересных событий, обзор которых подготовила Наала Ковы. В рамках рабочего визита делегации Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Кови в Москву в четверг состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Речь шла о реализации конкретных мер по укреплению международных позиций Республики Абхазия при содействии Российской Федерации. Были затронуты приоритетные направления скоординированной работы в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Обсуждалась возможность создания абхазо-российской рабочей группы с целью выработки плана мероприятий для практической реализации статьи 4 договора о союзничестве, стратегическом партнерстве и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Затем в посольстве Сирийской Арабской Республики в России прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кови с послом Сирии в России Риадом Хаддадом. Обсуждалась текущая ситуация в Сирийской Арабской Республике, перспективы налаживания сотрудничества Сирии и Абхазии. Даур Кови выразил поддержку усилиям легитимного правительства Сирии в борьбе с международным терроризмом. В пятницу в посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Даур Кови встретился с временным поверенным в делах Венесуэлы Хосе Григорио Скалона. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних абхазо-венесуэльских отношений. Хосе Григорио Скалона выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного взаимодействия Венесуэлы с Республикой Абхазия. Даур Кови отметил важность всестороннего сотрудничества между Абхазией и Венесуэлой, обратив особое внимание на необходимость активизации гуманитарных контактов между двумя странами. Президент Рауль Хаджимба встретился с общественностью Гудаутского района. Бюджет района за 9 месяцев составил более 300 миллионов рублей, на 24 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Увеличение местного бюджета произошло в результате деятельности Рисонского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. На собрании выступил и президент. Рауль Хаджимба сообщил о планах по развитию района. Так, по его словам, в Гудауте до конца года начнут функционировать 2 дошкольных учреждения. В бюджет 2017 года будет заложен ремонт еще одного детсада, продолжится строительство музея боевой славы имени Дбар, а также в рамках программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия продолжается налаживание водоснабжения в селах. 13 основных и 3 дополнительных вопроса стояли в повестке дня заседания сессии парламента, которая состоялась в среду, в их числе о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, о физической культуре и спорте, о контрольной палате, о государственной пошлине и другие. Парламентарии также скорректировали государственный бюджет текущего года. Законопроект об оружии был снят с повестки дня. Также не были рассмотрены проекты законов о частной охранной деятельности в республике, о судебной власти и о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Кроме того, депутаты решили некоторые кадровые вопросы. В Министерстве обороны Абхазии отметили 16-летие Сухумского высшего общекомандного училища. За это время СВОКу закончили 325 курсантов. Сегодня в высшем военном учебном заведении учатся 40 курсантов. История создания училища неразрывно связана с историей вооруженных сил страны. С первых дней открытия училище славилось своими педагогами и качеством образования. За 16 лет училище подготовило не одно поколение офицеров. Торжественное собрание, посвященное данному событию, прошло в Министерстве обороны. Отличившиеся офицеры училища за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей были награждены ведомственными медалями. Кроме того, за высокий вклад в обучение курсантов преподавателям училища вручили грамоты.
В АГУ прошла лекция председателя Общества обменов и сотрудничества «Россия, Восточная Европа, Центральная Азия», почетного консула Абхазии в Китае Гейчжили. Тема лекции – «Экономика и народная дипломатия Китая». Это не первый визит почетного консула Абхазии в Китае Гейчжили в нашу страну. Совместно с МИД Абхазии, а также в Торгово-промышленной палате был подписан ряд документов о соглашении между двумя странами. Гейчжили выразил желание в перспективе открыть в Абхазии китайский информационный центр. Более того, Гейчжили, как пример возможного сотрудничества с Абхазией, назвал взаимодействие в области медицины. Абхазские студенты также смогут обучаться в университетах Китая. Это станет возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое будет подписано уже в этом году. Всю неделю в Национальной библиотеке проходил семинар по повышению квалификации учителей русского языка и литературы, а также директоров школ. Читать лекции приехали в Абхазию преподаватели Северокавказского федерального университета. Преподаватели рассказывали о методике преподавания русского языка в иностранных школах. Лекции для директоров школ были посвящены проблемам, которые возникают в ходе учебного процесса, а также способам их урегулирования. В семинаре принимали участие более 100 учителей со всех районов республики. Ситуация в Сухумском роддоме и в здравоохранении, в частности, стала темой пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии. На вопросы журналистов отвечали представители Министерства здравоохранения, детских больниц и Сухумского роддома. В течение 10 дней станут известны результаты лабораторных исследований, взятых СЭС в Сухумском родильном доме и в детской больнице Смывов на наличие синегнойной инфекции. Как отметили участники пресс-конференции, в педиатрии Абхазии существует очень много проблем. Это касается и специализированных транспортных средств для перевозки тяжелобольных детей, в том числе и новорожденных. По мнению специалистов, для решения существующих проблем необходимы комплексные меры. Очередное заседание правительства Абхазии состоялось в пятницу. Повестка дня состояла из кадровых назначений. Кабинет министров утвердил ряд государственных должностей. Был утвержден и производственный календарь на 2017 год. Премьер-министр Беслан Барцыц в пятницу представил коллективу абхазской телерадиокомпании нового генерального директора Тали Джепуа. Глава правительства поблагодарил прежнего руководителя ГТРК Леонида Еника, который по состоянию здоровья покинул этот пост. Беслан Барцыц пожелал удачи Тали Джепуа, охарактеризовав ее как человека ответственного и принципиального. Премьер-министр выразил надежду на дальнейшую совместную работу всего коллектива ГТРК и отметил, что со стороны руководства Абхазии будет оказываться поддержка в вопросе технического обеспечения. В Общественной палате Республики Абхазия прошли выборы секретаря и 2 заместителей. В результате открытого голосования секретарем Общественной палаты была избрана Нателла Акаба, а также 2 ее заместителя – Данилу Бирия и Валерия Арзенба. Далее члены 4-го созыва Общественной палаты обсудили создание и распределение рабочих комиссий, которые будут приниматься на следующем заседании. В селе Пшап Гулеревского района впервые прошел фестиваль культуры и быта амшинских армян. Песни, танцы, национальные блюда, выращенный урожай – все это продемонстрировали жители разных районов Абхазии. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. В ТАСС состоялась конференция, посвященная объявлению состава жюри и попечительского совета международной премии имени Фазили Искандера. Цель премии – увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя. Председателем жюри конкурса назначен Евгений Попов, руководителем оргкомитета Борис Евсеев. Короткий список премий предполагается оглашать в столице Абхазии, в городе Сухум. Сама премия будет вручаться ежегодно в сентябре в Москве в День города. Как мы уже сообщали, на базе пансионата Мюссера начала работу 2-я школа общественно-политического актива АПХыза. В ее работе принимают участие 120 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет. 8 рабочих групп, 8 полноценных команд в течение недели смогут получить большой объем нужной и полезной информации в сфере общественно-политической деятельности. В этом им помогут их кураторы, а также эксперты из Центра политических консультаций «Полигон» из Нижнего Новгорода. Сегодня молодых участников школы посетил президент Рауль Хаджимба. С подробностями Нисфа Аршба. Дан старт 2-му молодежному образовательному лагерю «Лидер-2016». В этом году это уже 2-й поток, который собрал в Мюссере более 100 юношей и девушек от 18 до 25 лет. Главная задача – выявить у молодых людей лидерские качества, сформировать навыки командной работы и публичного выступления, ну и как же без практического закрепления полученных знаний. Их нахождение здесь тоже не случайно. Они прошли очень серьезные испытания, если так можно сказать, и собеседования. И сегодня они очень активно себя проявляют, что, несомненно, позитивно скажется и в нашей стране. Почему? Потому что это те молодые люди, которые хотят творить, хотят созидать. Те молодые люди, которые хотят расти и привносить только положительное, и привносить только позитивное. И их эмоции, их посыл, их вот этот драйв, симбиоз такой молодости, энергии и опыта наших старших, несомненно, даст хороший результат. А школа непосредственно, главная ее цель и задача школы общественно-политического актива является именно таковой.
Сегодня для ребят особенный день. У них появилась возможность, что называется, без купюр побеседовать с главой государства. Рауль Хаджимба обозначил сразу – закрытых тем нет. И ребята не стали скромничать. Поток вопросов явно продлил время, отведенное для беседы. Но, несмотря на это, диалог ни разу не прервался. Ребят интересовали самые разные сферы. Международное признание Абхазии, отношения с Китаем, предстоящие выборы в парламент, терроризм, ДТП, ситуация с церковью. Рауля Хаджимба спрашивали и о личном. Например, легко ли быть президентом. Ребятам было интересно узнать обо всех сложностях и трудностях, с которыми сталкивается человек, находящийся на столь высоком и важном государственном посту. Мы должны сами в первую очередь создать условия для того, чтобы наше государство состоялось. Если мы внутри будем крепкими, если мы перестанем заниматься перетягиванием канатов ради достижения каких-то сиюминутных целей, политических или финансовых, экономических, то я больше чем уверен, у нас все с вами сложится. Мы должны работать на одну общую задачу, на одну общую цель. И тогда в большей степени признание оно придет. Диалог длился около 2 часов. Рауль Хаджимба не столько отвечал на вопросы ребят, сколько вместе с ними размышлял над ситуацией вокруг Абхазии и в мире в целом, о предстоящих делах и уже проделанной работе. Молодые люди, которых в этом зале собрала школа «Лидер», встречи остались довольны. Очень понравилось именно то, что все пошло, скажем так, не по протоколу, режим свободного общения, каждый мог задать интересующий его вопрос, и очень искренние, откровенные ответы как со стороны участников, так и со стороны президента. Очень интересно, очень развивающе. И действительно этот проект, я считаю, что необходим каждому из молодежи, каждому из нас, поскольку этот проект нас не только развивает, мы познаем буквально все. Мы участвуем в различных конкурсах, то есть это не только познавательный проект, но и позволяющий нам раскрыть себя. Насколько мне понравился диалог, я думаю, по 10-бальной шкале все 10 баллов я дала данному диалогу, поскольку понравилось буквально все. Понравилась раскрытость нашего президента, то, что он с нами раскрыт, то есть что он нам доверяет и может ответить на любой поставленный наш вопрос. Такое общение очень полезно и необходимо, резюмировал встречу Рауль Хаджимба. По его мнению, подобных площадок должно быть как можно больше, чтобы молодежь имела возможность делиться своими мыслями. Ребята позвали для того, чтобы дальше государство могло бы развиваться. Дальше бы было бы понимание, чего мы хотим вообще друг от друга. И я не сомневаюсь в том, что значительная часть молодых людей готовы и продолжат то, что делали и ради чего погибали наши ребята. Методы командной работы, современные политические технологии, политический менеджмент, комплексное проектирование мероприятий – эти и не менее интересные темы будут прорабатываться во второй школе общественно-политического актива АПЗа. Теоретическая часть чередуется с практической работой, где участники используют полученные знания уже на собственном опыте. Нисфа Аршба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В селе Лахны Гудаутского района впервые за последние 10 лет состоялся народный праздник Лахнашта. Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Это конно-спортивные соревнования, национальные игры, выставки народных умельцев и многое другое. Праздник посетил президент Рауль Хаджимба. Смотрите репортаж Инвера Арджения. Несмотря на ненастную погоду, на Лахнашта сегодня было многолюдно, и праздник продолжался до вечера. Перед началом праздника к собравшимся с приветствием обратился жрец святилища Лахнаха Сергей Шагрл. На празднике Лахнашта выступили президент страны Рауль Хаджимба и глава администрации Гудаутского района Руслан Ладарья. Праздник урожая состоялся благодаря инициативе и финансовой поддержке главы государства Рауля Хаджимба, который в беседе с нами отметил значимость подобных мероприятий для объединения и консолидации общества. Лахнашту проводили и до меня. Я думаю, что просто тот перерыв, который был, во всяком случае, еще больше, наверное,
дает повода говорить о том, что мы стали меньше видеться, меньше встречаться, меньше говорить о проблемах, которые волнуют наших людей. Здесь все-таки есть возможность встретиться, обсудить многие вопросы, показать свои достижения. Крестьяне хотят продемонстрировать все, что они смогли сделать в течение года. Я надеюсь, этот праздник должен иметь не просто продолжение, а традицию, которую мы должны заложить на долгие-долгие времена. Президент и представители руководства страны обошли все импровизированные дворики и поздравили крестьян и всех жителей района с праздником урожая. Более подробный репортаж о празднике Лохнашта мы предложим вашему вниманию в ближайших выпусках. Инвер рождения, Адам рождения, Абхазское телевидение. По факту подрыва, имевшего место 17 октября 2016 года на территории Абхазской государственной телерадиокомпании, в рамках уголовного дела, расследуемого столичной прокуратурой, арестован Адгур Корсантия. Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба 5 ноября 2016 года удовлетворил ходатайство прокуратуры города Сухум об аресте Адгура Корсантия, подозреваемого в причастности в организации покушения на убийство депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Кана Кварчия. Об этом Абснапресс сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии. Завтра, 6 ноября, Абхазское телевидение отмечает 38-ю годовщину со дня основания. Абхазская государственная телерадиокомпания создавалась в сложное общественно-политическое время. У истоков создания нашего телевидения стояли Шамиль Пилия, Рауль Ласурия, Гурам Амкаб, Михаил Мархулия, Тина Курсая и многие другие. С тех пор сменилось не одно поколение телевизионщиков. Мы стараемся с любовью и ответственностью продолжать начатое нашими предшественниками дело. В нашем небольшом коллективе не найдется человека, который не любил бы свою работу, не отдавался бы ей полностью, до конца. Мы поздравляем весь коллектив АГТРК с днем рождения. И хочется в этот день пожелать всем единства и творческих успехов. Какими будут события следующей недели, мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске. Увидимся.